Сарабек Султанович, представьтесь, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Вообще я по профессии, по своей специальности инженер-строитель. Случайная встреча в середине 80-х с таким известным нашим соплеменником Михаилом Гусулиевым, который предложил мне возглавить один из филиалов объединения народных промыслов в городе Малгобек. Я дал согласие. Мы работали вместе до июня 90-го года. В общем, с тех пор я возглавляю вот это довольно известное предприятие, которое производит фарфор, керамику. Вот то, что вы изделия выпускаете, это все на местном, да, вот, сырье? Вы знаете, вопрос в том, что сырье тогда в Советском Союзе была плановая экономика, все было централизовано, и все предприятия в Советском Союзе, которые производили фарфор и керамику, особенно декоративно-бытового назначения, были единые карьеры. Это в основном Донецкая, Днепропетровская область, это Карелия, откуда мы получали сырье. Значит, сама жизнь впоследствии вынудила нас стать, естественно, геологами, начать поиск местного сырья, местных материалов. Мы в этом много преуспели. Это в горах, да? Не будет, наверное, ни одного метра в плане возможностей доступа человека, где я не побывал бы, где я не рыл бы, где я не знал бы, что у нас, где. Это в горах, как я понял. И в горах, и в равнинной части республики. А вот в горной части Ингушетии, в каких годах проводили работу? Мне было предложено тогда, был у нас Ахмед Мальсагов, он был как бы на переходном этапе, был правопреемником президента Аушева. Мы создали ГУП под названием «Реставрация народных промыслов». Это был 2001 год. И вот мы, задача, поставленная именно Ахмедом Александровым перед нами, это была в основном, значит, паспортизация всех памятников горной Ингушетии, целью и задачами которого являлась попытка войти в ЮНЕСКО со своими памятниками. Ну и основным объектом реставрации, первоочередным, послужил довольно известный храм Тхабаерды, где мы и начали работу основную работу. Мы тогда вокруг этого храма сделали раскопки, сравнивали, скажем, из исторических документов и тех изображений, которые у нас есть. Значит, в 1811 году горную Ингушетию посетил всемирно известный ученый, немец по национальности, Миллер, который, сидя на коне, сделал карандашные наброски
описание сделал. И описание короткое, да. И вот мы по нему знаем уже, что после его зарисовок, например, исчезла дверь, входная дверь с западной стороны храма, исчезло также подвальное помещение под храмом, где лестница уводила вниз. В общем, замок претерпел, храм претерпел довольно значительные изменения от своего первозданного вида. Вот в каком состоянии был храм? И вот какие предметы находились внутри храма? В тот период, вот, когда вы видели первый раз его. Ну, первый раз я посетил это место в начале 80-х годов. Там стояли 6 кресел, там лежал крест каменный, примерно 2 в длину, 1,5 метра в ширину, с 2 трещинами по основному стволу. Это, значит, 2 раза я видел этот крест. Третий мой визит, уже увидеть его больше не удалось. А третий в каких годах был визит? В Это- тот же период, да? Да, третий уже был где-то 2000-2001 год. А первый раз, когда вы были? Где-то в 82 году. В течение 10 лет этот крест исчез. Мгм. А вот эти стулья, которые вы говорили, они как из себя представляют? Обычные каменные стулья, говорят, их было 12. Потом, когда вот старики как рассказывали, мы довольно тесно потом начали впоследствии уже общаться с нашими известными учеными. Далге Штолцара, это Рагин Киев, Хасолт Акиев, тот же Джабраил Чахкиев. В общем, вот такие люди, которые стояли буквально у истоков изучения нашей уже древней культуры и древнего наследия нашего народа. Они возглавляли вот этот момент. Причем было это не работа, которую они делали, она была поставлена чисто на их личном энтузиазме. Они не получали за это наград, не получали за это зарплату. Ну вот и кое-что, правда, у каждого из них впоследствии выяснилось, что у них были свои видения на те или иные моменты. В частности, у нас первый спор возник, когда мы планировали покрыть этот храм. Чем он был покрыт изначально? Это кровля. Да, сама кровельная часть. Сама крыша, она каменная, свод, обычный свод, на основе той же башни, которая несет как маятник, несет любую нагрузку. Правда, вся эта нагрузка, она была выверенной, математически выверенной. И годы или века, которые мы имеем возможность наблюдать, показывают, что там было не просто камень на камень, камень надо было изучать, нужно было знать, какой камень куда ложить и так далее. И там бытует мнение, что вот самое интересное это то, что за световой год, например, башня, боевая, жилая, она должна была быть начата и закончена в течение светового года. И вот бытует мнение, что тех специалистов, которых приглашали, за
пасли там, Да. коровы, лошади и так далее. Определенное количество должны были выплатить. Теперь этих специалистов надо было кормить, предоставлять им ночлег, все остальное. И вот бытует мнение, оно непроверенное, правда, что вот те хозяева, которые плохо принимали этих строителей, мастера, которые точно знали, что они делают, как они делают, в основном металлосодержащий камень пускали на свод. Тут давление больше было. Нет, они точно знали, что металлосодержащий камень не пропустит ни одной молнии. И вот для плохих хозяевов они оставляли именно такую типа награду. Но опять И она разрушалась, башня, получается, от удара молнии. да, он как маятник, как гармат, вот притягивал любую молнию. Но это непроверенная такая информация, тем не менее, такое мнение. Одна из версий, короче. Да, одна из версий такая существует. А вот опять касаемо храма Тхагаевы, вот тот период, это после реставрации 69-70-х годов вы видели эту, Да. вот эту конструкцию. В каком состоянии находился сам храм? Значит, там однозначно можно было сделать тогда выводы, что храм подвергался неполной реставрации. Того периода. Да, того периода отсутствовало много фрагментов. Значит, многое было сложено, когда мы уже начали рыть. Мы обнаружили некоторые детали, элементы этого отделки камня с рисунками и так далее. И обнаружили черепицу. Она была сложена тогда аккуратно. Это где была? Внутри храма или Это раскопки? с боковой части, значит, южной части храма. Это при раскопках? Да. Да. Это мы вели частные раскопки, опять на энтузиазме. Долгоштов был, Альхан Мальцагов, там, вот, с этими ребятами мы нарыли эту черепицу. Теперь оба варианта черепицы, одна порядка 45-47 сантиметров длиной, с грузинским крестом. Работа была ручной, исполнение исключительно ручное. Это же самой черепица ручная была. Да. И со своеобразным грузинским крестом на каждой черепице. Причем каждая черепица имела следы дообжиговой, ну, в влажном виде, следы пальцев, рук. Получается, каждый индивидуально делалось. Обязательно, да. Это же такой труд большой. Это огромный труд был. И оно заравнивалось пальцами с внутренней части. Наружная часть каким-то образом заливалась. Так, видимо. Ну, есть такой у нас древний наш цемент, он называется ганж. Это такое близкое, что-то близкое к современному алебастру строительному. Это специальные типы глин, которые много у нас в республике. В горах есть, да? Да, и в горах, и в
на части. Значит, при низкой температуре, например, если хлеб выпекается при температуре 300-305 градусов, то этот ганж, то есть с этой глины получали ганжевый цемент при температуре 170-180 градусов. То есть достаточно в любой сковородке нагреть этот камень примерно 1,5 температуры кипения воды, и получался вот искусственный цемент или ганж, как мы его называем, ганжевый цемент. Значит, что еще интересно? Вот черепицу вы один нашли с грузинским. Один с грузинским, да. А вот там крест грузинским исполнением, там изготовление с грузином. А Да, второй, да. вы сказали, там несколько было, да, получается? У нас? Второй размером был меньше, порядка 38 сантиметров длиной. Значит, на нем стоял мальтийский крест, или бант, как мы его называем, бантообразный крест. То же самое, ручная работа, она как бы, я не знаю, что это было тогда, воздействие или эмали, или подобие глазури. Вот черепица, покрытая, созданная именно вот в уменьшенном виде с мальтийским знаком, она блестела. То ли специальный вид глин был, который при этой температуре покрывалась таким зеркальным блеском, почти зеркальным, где отражение можно было увидеть. Это тот период, такие технологии были, да, по производству? Наверное, да, наверное, или это случайность, или это специальная глазурь. А там вот наподобие банта, получается, был рисунок. Да, это был чистый бант. А теперь реставрация храма, чтобы, ну, как бы не смущать умы местного населения, мы представили оба вида черепицы, представили на суд президента Аушева тогда. И он выбрал именно черепицу с этим бальтийским знаком, бантом. Это за основу, чтобы... Да, за основу, без креста, чтобы храм был покрыт именно этим бантом. И вот у меня на предприятии мы изготовили эту черепицу тогда. Вот мне просто интересно, а как мальтийская черепица с бантом попала в храм? Вот это, об этом пока история умолчу. Да, это получается, если это вот, подтвержденный факт, это получается с Мальты привозили в храм, говорили, чтобы накрыть кровлю. Возможно, что этот символ, какой-нибудь народ на Кавказе перенял этот символ в виде своего какого-то герба или флага, или именно мальтийский бант. А смысл какой там? Возможно. Мы до этого доходить не стали, просто тот период, который я там провел, именно как директор этого образования, государственного образования, меня перевели впоследствии, где-то года через полтора, перевели на другую работу. А вот судьба этих черепиц? Судьба, значит, Найденных, я имею в виду, черепиц. да, она осталась невостребованной в итоге.
после того, как мы ее изготовили, осталась невостребованной. Храм был покрыт черепицей, привезенной, металлочерепицей, привезенной из Германии. Сейчас, которая... Да, вот чем покрыт храм. Много артефактов тогда было у Жабраила Черкиева. Это оттуда храма. Храм Хаваилды, да, артефакт. Не только храм, но и различные предметы быта, боевые принадлежности и так далее, и так далее. То есть все, чем пользовались наши предки. Это А вот вы сами участвовали в археологических раскопках в горах? Я, как археолог, единственный случай, когда я нарыл вот эту черепицу. Это в Хаваилде. Да. А вот внутри храма Хаваилды, что вот помимо этих 6, как они себя представляли, эти стулья, вот эти, каменные, да? Вот, например, сейчас поставили каменные стулья вот, на месте, где был заседал Метхел. Они есть по этот стулья какой-то близко схожести? К своему студу я давно там не бываю. Не имею представления, какие сейчас там стоят. Но они, те, которые были каменные, они их как из себя представляли, каменные? Ну, обычный тес, каменный тес. Короче, основание и еще камень, который... Да, ну, сейчас да. то же самое поставлено. Обычный тес был. 6 штуки был, да? В третий мой визит они исчезли. И сейчас также крест, который лежал на полу. Вот эта черепица, которая лежит на храме Хаваилды, она какого периода вот, положена на место? Просто бытует мнение, что в 2000-х годах поменяли там. Это был, по-моему, я боюсь ошибиться, но это был период, когда президентом республики был Мурат Зедиков. Именно в его бытность министром культуры был Мануэль Черкиев. И была сделана вот именно та реставрация. Я вот в 60-х, в конце 60-х годов грузинские реставраторы проводили реставрацию Хаваилды. И вот тот период, который лежала кровля, она была заменена в 2000-х годах, да, получается? Нет, тогда кровли не было вообще. А вообще кровли не стояло. А как они сделали реставрацию? Без кровли, получается? Был каменный свод, голый каменный свод. И вот тогда большие споры вызывало вообще само покрытие храма у наших ученых тогдашних. Потому что одни утверждали, что храм был глинобитным. Второй ученый утверждал, что он был покрыт просто камнем. То есть каменным сходом заканчивалась его и кровля, и, ну, разные варианты были. В итоге, по указанию Ахмеда Мальсагова, был создан при моем ГУПе. Им был, этим ученым дали статус консультантов, помощников. И вот мы договорились, что наши ученые, которые имеют разные мнения, выработают все-таки в споре единственное мнение, которое будет взято мной как основного реставратора этого дела. А вот тот период тоже разговор, да, что надо храм реставрировать. Обязательно,
обязательно. А почему? Он опять в плачевном состоянии находился, да? Там были явные следы того, что или сень, или оползень в течение какого-то определенного исторического периода реставрации этого храма, то есть когда эта черепица была снята, снесена туда, в подвальную часть, сложена там, соскладирована. Подвальная часть была в храме. По крайней мере, лестницы вели вниз. Вы сами вниз спускались? Была тут перед? Или это Нет. только уже была, это уже там? Нет, зелено? там было все уже забито. А. Поэтому мы сверху взяли вот эту черепицу. Она была не брошена туда. Она складирована. Она была складирована именно. Складирована была. Вот такую картину мы увидели. Вот, на сегодняшний день есть ли такие реставраторы, которые хорошо разбираются в храмах у нас, в республике? Есть ли специалисты, которые храмами, именно взять храм Хабы-Ялды, такой специалист, который очень хорошо разбирается по не только архитектуре, описанию этого храма? Вы знаете, тут никак не обойтись без истории становления республики, тяжелейшего проекта по созданию республики, потом тяжелейшего периода по становлению республики, когда мы видели несколько моментов исторических, тяжелых, с чеченского конфликта и так далее. Все это, конечно, отражалось на этих работах, на всей нашей жизни. Была естественная смена, к сожалению, слишком такая частая смена руководителей, которые в корне видели решение этих проблем. Каждый по-своему. Да, по-разному. Эти мнения были иногда полюсными, что нам нужно сначала это, потом это и так далее, и так далее. В общем, мнений было много. И все это, естественно, отразилось на состоянии самого храма. И все это, конечно, не помогало ни храму, ни воссозданию его, ни реставрации и так далее, и так далее. Вот эта частая смена руководителей всех уровней. Вот вы сколько там не проходили вот этот период с храмом, там, визуально видели все, встречались с людьми. Кто был самый такой специалист в тот период по Хабаеву? С кем вы сталкивались? Ну, больше ни с кем. Вот. Перечисленным только, да? Я и Бекхан Хабриев. Мы занялись публикацией того, что мы увидели, публикациями в общероссийских журналах, газетах. Делали вы какие-то фото-видеоматериалы? Да, эти фотографии были опубликованы и в журнале московском, и в газете «Вечерняя Москва». Ну, такие моменты были. Просто сейчас очень много появилось специалистов по Хабаеву, поэтому вот я про тот период, были ли специалисты у нас, профессора, те, которые занимались, помимо тех, которые вы озвучили? По крайней мере, за исключением тех людей, фамилии которых я назвал, мне увидеть или узнать каким-то образом не удалось. Единственный момент, когда очень активно занялись реставрацией комплекса, своего родового комплекса
Мальсаговой, Арчаковой. Это по Таргиму. Да. Построили огромный мост, сделали невероятно большие затраты. Где-то у меня остался часть этого проекта. Он был заказан на уровне всех международных мировых требований. Вот тот проект, который не заказали по реставрации своего комплекса. Но тут вмешалась опять политика, где-то на середине строительства, примерно в том месте, где стоит пост. Мост был остановлен, потом разобран, демонтирован и так далее. То есть наша власть посчитала, что право строить или реставрировать имеют только государственные органы. Поэтому участникам заниматься этим было. Вы же приостановили. Да. В принципе, это и правильно, потому что специалисты должны заниматься. Да, с одной стороны это оправдано, с другой мы... Одно дело помогать, другое дело, когда специалист, потому что если человек, который не знает эту работу, он может испортить. Ну, честно говоря, я считаю, что это момент спорный. Там можно было как-то пойти на компромисс, пойти на сделку с учетом тех требований и этих требований, и как сохранение культурного наследия народа. Мы же не одной фамилией живем, не одним родом. Это общая история, общая культура. Да, вот в плане сохранения вот этой культуры, единой культуры нашего исторического прошлого, стоило пойти и власти на компромисс какой-то, и исполнителям. Разумный компромисс, если бы это все подвести, если кто-то занимался этим конкретно. Да. Там можно было привести такой, чтобы по правде какой-то для наших объектов культурного наследия это был бы большой плюс. Но мы сохранили бы впоследствии, там много памятников разрушилось. Это потом. Вы вот по горах очень часто ездили, да, тот период? Ну, конечно, да. Вы видели воочию вот эти башенные комплексы, которые сейчас, вы последний раз когда в горах? Вы знаете, тут один момент Чтобы сравнить. с одним из наших известных художников, это несколько десятилетий назад, у меня на производстве, он так немного высмеял башни, которые мы тогда делали. У нас пошел спор, и я на пару недель пропал в горах с веревочной лестницей, продуктами и так далее, и так далее. И занялся изучением башен горной Ингушетии от низа до верха. Мне было интересно, что это такое, чем руководствовались, какие размеры, какие параметры. И вот та работа, которую я тогда сделал, было очень много таких смешных пародий на нашей башне, типа как гвоздь, там 3 этих перекрытия и так далее, и так далее. И вот та модель, которую мы тогда вывели, она более или менее привела вот к тому виду, к тому состоянию даже тех сувениров, которые мы сегодня изготавливаем. Вот эта работа привела к какому-то единому стандарту. Самих башен, которые сейчас делают. Да. И как, у вас как образец для других? Да, ну и я не буду отнимать время.
Я могу очень долго рассказывать про башни, про их... У вас остались какие-то зарисовки, какие-то вот эти документы, которые вы когда ходили? Ну, естественно, да. Да. Очень много интересного материала. Ну вот последний раз, когда вы были в башне? В горах? Ну, честно говоря, наверное, вот этим летом. Вот вы сейчас вы очень сильно изменились наши башенные комплексы по сравнению с тем периодом. К великой радости в лучшую сторону. Да. То есть сам процесс разрушения, благодаря вот таким людям, как я вот упоминал, от Магомед Харсиев, тот же Альхан Мальсагов, которые на заре стояли, среди них были настоящие патриоты. Второй вопрос, насколько они были специалистами или вынуждены были учиться по ходу, это уже вопрос второй, но желание воссоздать И сохранить. и сохранить для потомков, вот этим желанием эти люди горели, надо их что-то. Ну вот, например, сейчас взять, работы идут по реставрации. И вы знаете, что в храме Кабаирды будут проводиться реставрационные работы. И сейчас сначала будут проведены археологические работы, а потом только реставрационные под храмом Кабаирды. Мне было бы очень интересно поучаствовать именно в археологической части этого дела. И если все-таки будет при правильном подходе к этому вопросу, все-таки больше 10 тысяч черепиц мы в свое время изготовили. И про те причины, о которых я говорил чуть раньше, по этим причинам храм этот покрыт сегодня железом современным. Ну вот храм выдержит эти черепицы. Они по массе тяжелые. Ну, там... Потому что храм-то все равно основание, это древний храм. Правильно. Какие бы реставрации не проводились, надо учитывать, что со временем опять может давление этого, давление кровли там, или других факторов. Поэтому если тяжелая крыша будет, тоже со временем может какие-то... Очень хороший вопрос. Очень хороший, потому что найдется дилетант, который скажет, что это дополнительная нагрузка и так далее, но представить себе тот груз, который веками несет вот этот свод храма и те башни, которые стоят, это невероятное количество тонн на них давит, поэтому я не думаю, что какого-то плюса или минуса. Приятный будет, да? Да, абсолютно. Черепица, обожженная черепица, она сравнительно дешевая, то есть по весу. И не такая тяжелая. Да, не тяжелая. Просто она на вид кажется, может, Да, и причем конструкция очень интересная этой черепицы, самой черепицы. Дело в том, что первый ряд черепицы состоит из почти квадратных ваночек. Первый вид. Затем стык этих ваночек закрывается черепицей, которая выступает друг на друга. То есть вода попадает в эти ваночки, из ваночек она уже стекает наружу. интересная конструкция. Да, очень интересная конструкция, она отработанная много веков назад. Это вот эти черепицы, да? Да. Это очень интересная конструкция, которая плотно на замки закрывалась. Нижняя часть. Короче,
процесс попадания воды внутрь был фактически приведен к нулю, да? Исключено, да. И причем, значит, она не была прибита, она не была привязана. Между собой соединялось просто. Да, она соединялась, единое целое, и нужно было какой-нибудь страшный ураган или тайфун, чтобы ее оторвало. А вот там же постоянно ветры, мы же знаем, что храм здесь находится, там постоянно ветры бывают. И Да. вот эти ветры не могут создать какую-то проблему для этой черепицы. Вот она, именно ее конструкция была сделана таким образом, что никакой ветер не мог послужить помехой, и никакая влага, сколько бы ее ни было, все это стекало, как снежная, так и дождевая. А вот когда делали раскопки, вот нашли черепицу, помимо черепицы что-нибудь было найдено? Я посчитал недостаточными свои полномочия, Хорошо, чтобы не чтобы выйти за пределы законности. Да. Да. Чтобы не испортить дело. Все. Мы все аккуратно сложили, закрыли. Я получил то, что мне надо было. Мне нужна была черепица. Если сегодня будут проводиться археологические раскопки, возможно, мы найдем такие черепицы. Я с удовольствием в этом поучаствовал. А мы Совершенно безвозмездно. При проведении этих археологических раскопок мы постараемся, чтобы вы тоже поучаствовали, потому что любой взгляд, и человек, который этим занимался столько лет и знает изначально, конечно, это ваш опыт будем использовать. Как раз и есть черепица, да, с Хабаирды? Да. Это ваночка. Это верхняя часть. Вот это тоже, да? Да, это свод. Вот этот свод, круглый свод, вот так вот замыкает Это замок был, да? эту ваночку. Ага. И вот это тоже, да? Вот смотри. Ага. Смотри, там же надписи есть, да, вот, или рисунки, рисунок есть, кажется. Ну вот тот язык, грузинский язык. Вот так. На старых, Древний грузинский. да, на Смотри, вот старогрузинском. еще. Каждая череп... Вот это и есть свод. Вот свод, да? Да. Я свод делаю теперь. Ага. Ваночка очвалась. То есть, За подлецо становилось, да? да, полностью поверхность покрыта этими ваночками. Ваночки втыкаются друг в друга. Вверх, вверх. Замки вверх. там, да? Как шифер. Она падает. Теперь, Вот так, да? да, теперь вот то, что сверху на этой щели лежит вот этот свод. Со свода вода стекает в ваночку. И как желоб идет, да? И по желобу она лежит. Это Да. лучше, чем конструкция, чем плоско. Теперь на этом своде, здесь на стыке, вот такая выемка плотная, которая ложится в эти два. Здесь же такая же черепица и с этой стороны. Замок. Да. Как замок. Саварбек, а какой период это примерно, вот, черепица? Какой период она изготовлена была? Об этом Нет. вот по этому черепку мы моментом определим его, нужно анализ сделать. По составу, да? Да, по составу. А вот она, это местная глина или привозная была, когда использовали вот эту черепицу? Я не знаю, я сейчас боюсь, но я подобрал глину один в один под нее, нашу местную. А возможно было, чтобы храм Тхабаирды, когда делался вот эта черепица, она использовалась местной глиной? Или, Конечно. да? Какой смысл ее через перевалы тащить? А вот этой мальтийской, которая эта То черепица, же самое. могли местно делать, да? Да. Это Ну а если вот вы говорили, что она как раз
светлая, как зеркальная была. Она зеркальная. Так, у нас могла быть такая технология зеркальную сделать? Конечно.